Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня у меня будет обзор вот такого вот южнокорейского вакуумного упаковщика домашнего. Вот он. И буду упаковывать всю вот эту рыбу для отправки в Казахстан Марату Исманову. Значит, я тут навялил ряпушку, и Оксана вялила как-то омуля, вот, нарезанного соломкой. Ну, тоже попытаемся отправить. Попробую. Как все это дойдет, я не знаю. Значит, инструкция, все идет на русском языке этого упаковщика. Вся вот техника безопасности, содержание, правила работы. Вот этот вакуумный упаковщик вы можете приобрести по ссылке под видео в моей группе ВКонтакте. Я сотрудничаю непосредственно с производителем этого оборудования. И на все вот это оборудование идет гарантия. При покупке с вакуумным упаковщиком вам будет идти бумага вакуумная, то есть пленка. Вот она. Ну и соответственно вот эти вакуумные рулоны также можете все потом приобретать оттуда же. Вот этот, чем хорош этот вакуумный упаковщик, он идет с сепаратором влаги, то есть вы можете упаковывать влажные продукты, вот сюда будет сепарироваться влага, рыбу, там мясо, он не ломается, в отличие от других, которые только с сухими продуктами работают. Этот работает с влажными. Вот. Также я Марату отправляю один календарик. Сейчас я его подпишу на Марата. Итак, принес маркер, сходил. Я вот ему сейчас отправлю, сколько у меня тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть календарей. Пусть Марат их подарит своим друзьям, может знакомым, близким. Ну а вот один календарь я ему сейчас здесь подпишу от себя лично и распишусь. Так, давайте вместе напишем. Дорогому другу из Казахстана. Марату Исманову. На память. Из Якутии. С любовью. Ну что, Марат, и давайте здесь еще автограф поставим для пущей, так сказать, солидности. Как обещал, вот тебе рыбу сейчас отправлю, вот тебе отправляю вот такой календарик. И напоминаю, что вот этот календарь, он будет разыгрываться, а также будут разыгрываться якутские ножи.
Вот такие якутские ножи. Серебряное кольцо. Ледобур Торнадо. Тонар Торнадо М2. Ящик Гелиос Фишбокс 10 литров. Катушка Гелиос 62. Два фонаря, крутых фонарика Армитек. Вот. И вот такие 10 календарей. Вот. Итак, календари давайте уберем в сторону для Марата. И начнем уже упаковывать рыбу. Наш с вами упаковщик. Я, значит, навялил ему ряпушку. Вот, у меня здесь представлено, я вялял целиком ряпушку, да, вот. Возможно, вот она, может быть, подпортится, пока будет ехать. Ну, я не знаю, как получится. Марат, надеюсь, мне потом отпишется. То есть, вот, просолил ее, потом вялил у меня вот этот, есть, я приобрел сушилку для фруктов. Вот я в ней вялил. Вот эта соломка доедет стопудово. Ну, она хоть и амулевая, да, но все равно она вот жирная, жирноватая, конечно. Я не знаю, как получится там. Вот такая вот соломка. Так, Оксана делала. Так, вот это, значит, я вялил ряпушку. Вот она вот так выглядит, вяленая. Это я вялил, получается, с потрохами. Вот, полностью. С потрохами вялил. Потом сделал я ему еще вот без потрохов сделал. Еще одним способом. То есть я отрезал чешу вот отдельно. И вот она, чеша была отрезана вот отсюда. Вот так вот. И вот эту часть, спинку, вот я тоже провяливал вот. На сушилке, на той, на нашей. Вот она, вот, видите, вот. Так получилось. Короче, готовил ему тут. Осваивал, так сказать, новые технологии. Вяления. А это омуля опять вот Оксана соломку делала и тоже вялила. Ну, давайте приступим тут. Что, как, что получится, будем смотреть. Значит, система такая, что вот открывается вот эта штука, берется вот пленка вакуумная. Так, в общем, включаем наш упаковщик. Вот эта вот пленка, которая идет с ней вот, с упаковщиком, уже проклеена со всех сторон. Вам остается только в нее упаковывать. Давайте, значит, я вам сейчас поближе поставлю. Оказывается, ничего не видно. Я сейчас отснимал тут кое-что. Итак, давайте сначала приступим, попробуем сюда запаковать соломку. Положим энное количество соломки в этот пакетик. Вот так вот. Я ее по всей площади специально вот так вот аккуратненько сложу по всей площади. Чтобы она как можно меньше соприкасалась друг с другом. Ну, хотя это не особо важно, наверное. Потому что вакуум, он есть вакуум, он все это вытянет.
Вот. И потом ставим вот это вот сюда, вот где вот открытая вот эта канавка такая вот есть. То, что будет вот это втягивать влагу. Закрываем. Нажимаем старт. Сейчас будет происходить процесс вакуумации. Работает. И ждем, пока сама чуть-чуть приоткроется. Все. Перестала лампочка мигать. Система наша открылась. И видим, что здесь все запаяно. Вот так вот получилось. Прикольно достаточно. Вот это будем упаковывать и отправлять. Вот так вот. Ну что, поехали дальше. Итак, вот я посидел вечерок, повакуумировал, и теперь осталось только отправить. Завтра пойду на почту отправлять Марату посылку в Казахстан. Надеюсь, там ее пропустят, и она доедет до Казахстана. Об этом я сюжет уже снимать не буду. Я вам просто хочу показать, вот сколько я сегодня навакуумировал. Вот, посмотрите. В принципе, вот такой же вакуумный упаковщик вы можете купить себе для дома. Ссылка на упаковщик будет в описании к этому видео. Она находится в моей группе. Группа ВКонтакте «Клевая рыбалка». Раздел «Товары». Также вы там можете найти такие вот ножи хорошие якутские. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Всем спасибо, всем пока.